Купить аммиачную селитру, очень популярное в садово-огородном хозяйстве удобрение в Таджикистане, теперь можно только по паспорту, пишет радио Азади. Один из продавцов минеральных удобрений на условиях анонимности сообщил журналистам, что сотрудники милиции их предупредили. За продажу селитры без паспорта следует наказание. По его словам, милиционеры заявили, что распоряжение о запрете продажи селитры без паспорта связано с мерами безопасности. Мол, это вещество можно использовать для изготовления взрывчатки. Мы купили селитру около месяца назад. Продавец первым делом потребовал копию паспорта. Все мои личные данные и количество купленной селитры он записал в специальную тетрадь. Сейчас все продавцы удобрениями требуют показать паспорт, рассказал садовод Арбабуддин Кулдошев. По словам Дикхан и садоводов, запрет на продажу некоторых видов удобрений без паспорта был введен несколько лет назад. Но до недавнего времени все закрывали глаза на нарушение этого запрета. В прошлом году никто не спрашивал у нас документов. В этом году все изменилось. Буквально 2 дня назад я хотел купить селитру для приусадебного участка в одном из магазинов района Рудаки. Продавец сказал, что без паспорта селитру продавать не будет, и пояснил, что селитру, оказывается, можно использовать для изготовления взрывчатого вещества. Поэтому всех продавцов обязали записать личные данные покупателя. Мне пришлось вернуться домой за паспортом, рассказал собеседник Азади. 2 месяца назад жителям Таджикистана перестали продавать без паспорта некоторые виды стройматериалов, в том числе гвозди. Официальных разъяснений тогда так и не последовало. Впервые запрет на продажу без паспорта некоторых видов стройматериалов был введен властями Таджикистана в 2017 году. Тогда один из сотрудников МВД разъяснил, что распоряжение о запрете реализации некоторых видов стройматериалов без паспорта издано с целью предотвращения террористических атак в стране. В прошлом в магазинах и лавках Таджикистана записывали личные данные граждан, покупающих не только стройматериалы, но и газ пропан, кислородные баллоны и карбид кальция. Как отмечают наблюдатели, резкое ужесточение контроля за применимыми в боевых действиях товарами может указывать на то, что Рахмон всерьез обеспокоен своим будущим, учитывая, что главный гарант его безопасности Россия уже не может обеспечить даже свою собственную безопасность. В который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте.